Добрый день. В прямом эфире Алату Лайв в студии работает Жолдош Исаков. Завершился прием заявок на соискание премии по качеству, установленной постановлением Кабинета министров в конце прошлого года. Напомним, крайний срок вышел 1 сентября этого года. Премии будут присуждаться раз в 2 года по следующим номинациям: производство продукции производственного назначения и товаров народного потребления, производство продовольственных товаров и сельхозпродукции и услуги. Более подробно, как проходил период подачи заявок, мы узнаем у наших гостей: Болота Нурматова, директора Кыргызстандарта, и Айсулу Сыргабековой, заведующей отделом каталогизации и классификации систем менеджмента. Уважаемые гости, здравствуйте. Первый вопрос, Болот Асанович, вам. Пожалуйста, расскажите подробнее об условиях конкурса и ее целях. Добрый день, уважаемые телезрители. Большое спасибо вам, Жолдош, за приглашение. Да, мы сегодня хотели бы поговорить о вопросах качества, как обстоят вопросы, какие мероприятия проводятся. Ну, у нас в Кыргызской Республике с 1997 года есть такой общенациональный проект под названием премия Кыргызской Республики по качеству, который присуждается на уровне правительства, но сейчас на уровне Кабинета министров Кыргызской Республики. Это конкурс проводится, ну, раньше мы проводили каждый год, вот в последнее время мы чуть-чуть подкорректировали с учетом требований нашего рынка, и раз в 2 года мы проводим такой конкурс. И вот как раз в течение года мы от заявителей, от производителей, от тех компаний, которые занимаются вопросами оказания услуг, мы собираем сейчас заявки. Процесс приема заявок сейчас завершен, и мы сейчас перешли на следующий этап. Но это говорит о том, что в Кыргызстане при рыночной экономике работает очень много субъектов предпринимателей, которые занимаются производством продукции, которые занимаются оказанием услуг для населения. И самая главная цель этого конкурса – это обеспечение качества, поднятие уровня качества производимой продукции. Почему? Потому что наша продукция очень хорошо показывает свои результаты на региональных, на мировых рынках, на международных рынках. Очень много идет экспорта. И вот как раз наше действие сейчас стимулирование повышения качества производимой. Это главная цель. Это главная цель, да, мы к этому постепенно идем. Да. Расскажите, пожалуйста, Айсулу, вопрос вам. Вы разделили всех участников по категориям. Да, мы поделили категориями, это постановление правительства вышло. Мы поделили как малые, средние, крупные предприятия, малые свыше 50, крупные свыше 200 и средние свыше 150 работающих предприятий. Это сделано ввиду того, что у нас действительно экономика неравномерно развита. Да. У нас вообще один из флагманов, вообще двигающих нашу экономику, это малый и средний бизнес. Сколько претендентов подали заявки на участие? Ну, я хотел бы вернуться на 2 минуты в истории этого конкурса. Вот с 1997 года у нас, получается, в конкурсе приняли участие более 3000 компаний. Это за все время? Это за все время. И из них многие стали лауреатами и дипломантами данного конкурса. Это говорит о том, что есть компании, которые очень хорошо занимаются вопросами обеспечения качества продукции на своем производстве. Но в этом году мы имеем на руках более 70 заявок сейчас. Ну, я, как работник Кыргызстандарта и как эксперт, мне хотелось бы отметить, что это не очень хороший показатель на сегодняшний день. Это говорит о том, что активность наших компаний нам надо как-то мотивировать или стимулировать. Ну, идет различная кампания, включая пиар-компании, как сегодняшнюю. Это говорит о том, что мы очень надеемся, что бизнес будет услышан, и они будут обращать внимание на вопрос обеспечения качества продукции. Потому что без предоставления определенной качества продукции, который должен соответствовать требованиям технических регламентов или стандартов Кыргызской Республики, выходить на другие рынки будет чуть-чуть тяжеловато для наших предпринимателей. То есть они должны это понимать сейчас. И это один из хороших шансов. Да. Расскажите, пожалуйста, о главных критериях отбора по условиям этого конкурса. Да, у нас в первую очередь предприятие подает заявки. Заявки технический секретариат, вот мы являемся Кыргызстандарт, это постановлением правительства утвержден, и мы присваиваем номер прейскуранта, конкурсанта и обратно даем производителям, компаниям. Потом они нам
пишет отчет по самооценке. Это отчет называется отчет по самооценке. Они сами себя оценивают. То есть мы даем критерий определенный по 9 критериям. Есть это критерий тоже гармонизован с премией СНГ, тоже критерий. И они отчет делают. И это критерии, это вот условно ваши требования, да? Соответствуют ли этим требованиям? Это критерии по системам международного стандарта, по системам менеджмента качества. Все гармонизован по системам менеджмента качества. Есть определенные критерии, например, критерии, как правильно создавать предприятие, как лидер должен себя поставить, как работники должны, как поощрять, какие мероприятия они участвуют, как они оценивают свои слабые, сильные стороны они оценивают, и, как бы сказать, сами себя оценивают и сами себе баллы ставить. Там есть в критерии специальный расчет, как правильно себя оценивать и как правильно себе поставить баллы. Потом они пишут отчет. Соответственно, отчет нам дает, и отчет проверяет наш состав экспертной комиссии. Состав экспертной комиссии утверждается приказом Министерства экономики, и там есть определенные эксперты, которые именно в этой области эксперты, они рассматривают отчет и пишут заключение по отчетам. Потом заключение пишут, если по заключениям они принимают решение, что это предприятие входит уже в второй тур у нас называется оценка на месте. То есть на месте экспертная комиссия проверяет по отчетам, совпадает ли, действительно у них все так красиво, как написано, проверяет и тоже делает отчет, заключение делает по оценкам на месте, такой-то, такой-то, прям определенную оценку дает. Этой проверке подвергаются все участники, кто заявился? Нет. Кто прошел во второй тур? Да, во второй тур. Кто вошел во второй тур, это все участники проходят оценку на месте. Затем уже после оценки часть, на месте проходит экспертная комиссия, у себя заседание проводит и протоколом принимает решение, предложение дает на совет. То есть итоговое заседание будет, и на совет они дают предложение, что эта компания стала лауреатом, либо дипломантом они номинируют. Потом решение принимает только совет. А кто входит в состав совета? Кто принимает окончательное решение? Кто принимает окончательное решение? Самым высшим органом у нас является Совет по присуждению премии Кыргызской Республики по качеству. Председателем Совета на сегодняшний день является руководитель Кабинета министров Кыргызской Республики, председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации. И членами Совета являются министры Кыргызской Республики, полномочные представители в областях, есть еще представители Академии наук и других общественных организаций. То есть это окончательный орган, который принимает решение, и присуждением, постановлением Кабинета министров присуждается премия за определенный период времени, и номинанту, лауреата и дипломанта определяется постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики. В данном случае большая ответственность ложится вот во втором туре на экспертов, да? Они должны принять верное решение, опираясь на свою квалификацию. Да, это самый главный этап нашего конкурса. Мне хотелось бы остановиться, кто является членами этой экспертной комиссии. Есть представители различных министерств и государственных учреждений Кыргызской Республики. Кроме этого, есть еще представители бизнес-ассоциаций, общественных организаций и других организаций, которые занимаются вопросами качества. И экспертная комиссия независимо работает, независимо от технического секретариата, от других организаций. Выносит собственное решение. Они вносят свои собственные решения, и это решение вносится на рассмотрение на совет. Вообще, за все это время бывали ли претензии к работе экспертной комиссии? Ну, как я уже выше отметил, уважаемые телезрители, с 1997 года приняли участие более 3000 компаний. И до этого времени таких прецедентов у нас не зарегистрировано и не было таких случаев. Ни одного прецедента. Это говорит о том, что нет. процесс длительный. И здесь что хорошо, каждый участник, каждый заявитель, каждая компания, он сам делает самооценку своего предприятия. Это сделано для того, чтобы наших производителей ориентировать на международные рынки. Такие премии существуют во многих странах мира, вот аналоги нашего конкурса. Например, если посмотреть ближайший Казахстан, там конкурс называется «Алтын сапа» и проводится на уровне президента Республики Казахстан. В Российской Федерации премию присуждает председатель кабинета, председатель правительства Российской Федерации. В Америке там президент вручает, в Японии есть такие конкурсы. Это говорит о том, что мировая практика показала, что через этот конкурс организации могут обратить внимание
на выпуск качественной продукции или оказание качественных услуг. У нас тоже очень хорошие прецеденты, очень хорошие моменты есть. Наши большие компании, они принимали участие в национальном конкурсе, после этого они выходили на конкурс СНГ в области качества, и там тоже стали лауреатами дипломатами. То есть качество и подтверждалось и на международной арене. Это говорит о том, что на национальном уровне у них был хороший полигон для подготовки своего предприятия. А с чем вы вот сравниваете, вот вы оценочно сказали, я так понял, вы ожидали чуть больше заявок, да? С чем, вы думаете, вот такое количество связано? Вы знаете, вот были моменты, когда мы получали более 200 заявок. Здесь один момент мне хотелось бы отметить, уважаемые телезрители. Раньше мы каждый год определяли определенные позиции, номинации. Например, в определенный год мы объявляли конкурс среди строительных компаний, строительный сектор, или здравоохранение, или там пищевая перерабатывающая промышленность, или образовательных услуг. Тогда была небольшая конкуренция среди ассоциаций. А вот сейчас, получается, мы в связи с ковид и с другими организационными мероприятиями мы на 2-3 года взяли паузу, и потом в прошлом году объявили. Это говорит о том, что мы сейчас должны усилить работу по этому направлению. То есть это вот остаточный все-таки такой фактор от постковидного времени, да? Можно так сказать. И что будет дальше, когда будет вынесено решение? Сейчас, как мы отметили, по нашему графику, по графику организации работ, мы сейчас завершаем процесс приема заявок. Сейчас начинаем уже собирать от наших участников уже отчет о самооценке компании, а потом эти отчеты мы должны передать в экспертной комиссии, они должны в течение 3 месяцев изучить, потом должны вынести решение, но присуждение премии ожидается в конце следующего года. Это такой длительный процесс? Это длительный процесс, который требует определенного времени. Да. Давайте непосредственно поговорим о вашей работе от частного к общему. Вообще, как сейчас обстоит дело с сертификацией товаров, которые выпускаются в нашей стране? Это очень хороший вопрос. Вот, Кыргызстандарт, кроме премии по качеству, занимается еще другими, еще большими направлениями. Это как сертификация, это метрология, это стандартизация, это консалтинг и другие сопутствующие функции. По вопросам сертификации у нас получается орган по сертификации, который выдает сертификаты на продукцию и услуги, они вошли в единый реестр органов по сертификации Таможенного союза. Это говорит о том, что та компания, производитель или любой участник нашего рынка, если у нас получает сертификат, он автоматически имеет право продавать свои продукты на рынках Таможенного союза без препятствий. Один сертификат, один регион. Кроме этого, для того, чтобы выдавать любой сертификат, нам нужно подтверждать безопасность этой продукции. Мы это делаем непосредственно через наши испытательные лаборатории, сейчас называется управление испытательной базы. То есть это говорит о том, что в испытательных лабораториях проводится очень большая работа. При поддержке правительства Кыргызской Республики с 2015 года идет очень большой проект, это модернизация наших испытательных лабораторий по 4 направлениям в 2 городах. Это пищевая и сельхозпродукция в городе Бишкек, товары народного потребления и упаковка город Бишкек, горюче-смазочные материалы, мебель, мебельная продукция и машиностроительный комплекс мебель. Это по 4 направлениям в городе Бишкек, уже модернизацию мы почти завершили. И одна большая лаборатория по пищевой и сельхозпродукции в городе Ош. Это говорит о том, что впервые государство обратило на нас внимание, и мы сделали очень большой проект. Это говорит о том, что мы наши, грубо говоря, старые лаборатории полностью обновили, получили высокотехнологическое оборудование, вспомогательное оборудование, даже включая лабораторную мебель. Это говорит о том, что наша лаборатория сейчас соответствует международным требованиям, стандартам ISO. Сейчас буквально мы ожидаем поставки химических реактивов. Вот буквально со стороны Министерства финансов будет определенное решение и обучение наших сотрудников по новым международным методам. Это говорит о том, что, мне хотелось бы привести один пример, чтобы не голословно было. Мы сейчас, получая такое оборудование, внедрили новый участок, это определение в наличии генно-модифицированных организмов, ГМО. То есть это впервые делается в нашей лаборатории. Тема вообще актуальна. Скоро это будет запуск нашей лаборатории. Это говорит о том, что любой желающий
бизнесмен, физическое, юридическое лицо, они Предприниматель. имеют право обратиться к нам, и мы готовы оказать услуги, качественные услуги, которые соответствуют последним словам техники и соответствуют международным стандартам. Второе направление — метрология. Ну, метрология — это нам всем известно, это наука об измерениях. Ну, любой пример. У вас дома есть электросчетчики, он должен пройти процедуру поверки. Это делается у нас в Кыргызстандарте. Или вот любой топливораздаточный комплекс, ну, грубо говоря, автозаправки, да, они должны каждые полгода обращаться к нам. Каждый Для пистолет подтверждения. для подтверждения правильности работы. Эта процедура называется поверка. Не проверка, а поверка. Любой топливораздаточная колонка каждые полгода должен получить наши услуги. Или весы, которые находятся на рынках, или любое вот оборудование медицинское, которое имеется в больницах. Это говорит о том, что мы должны обеспечить точность измерений в Кыргызстане. То есть 1 килограмм сахара должен быть 1 килограмм сахара. Да, без отклонений. Без отклонений. У нас есть эталоны, есть новые эталоны, которые прошли процедуру аккредитации, то есть подтверждения нашей компетентности в немецких органах аккредитации. Это единственное направление по Центральной Азии. С помощью этих лабораторий, Джолдош, мы сейчас экспортируем свои услуги. Мы хозрасчетная организация. Вот, например, наш сотрудник сегодня вылетел в Туркменистан для калибровки метеорологического оборудования туркменского судмедэкспертизы. То есть это говорит о том, что такие услуги в Центральной Азии, кроме нас, никто не может сейчас оказывать. То есть это говорит о том, есть что он сейчас высокая буквально компетенция командирован туда, высокая чтобы компетенция провести нашей калибровку. организации. К нам обращаются московские компании за калибровкой. То есть они на территории Москвы не могут эту услугу получить, потому что они еще не внедрили, не перешли на эту систему калибровки. Или казахские компании. Вот, наших соседей вот, узбеков и раньше наших соседей таджиков мы на нашей лаборатории обучали по новым международным методам. И следующее направление — стандартизация. У нас есть информационный фонд стандартов и технических регламентов, там имеется более 28 тысяч стандартов. Это говорит о том, что любой производитель, если кто-то что-то хочет производить, обращается к нам, наш адрес Панфилова 197, мы готовы любой стандарт предоставить в течение 10 минут. Да. Это вообще, во-первых, необходимо им. Да, это необходимо. Да. Если он хочет, чтобы их продукция соответствовала стандартам, например, Республики Беларусь или Малайзии или еще какой-то другой страны, мы готовы принимать их стандарт. И выдать ему, сертификат соответствия, да? Соответственно, если он захочет, мы, грубо говоря, сейчас мы перешли на новые тренды, мы сделаем под ключ. И испытания проводим, и метеорологическое обеспечение, и премия будем заниматься, и в конце выдадим сертификат. Да, отлично. Возвращаясь к теме, которую мы сегодня обсуждаем, премия Кыргызской Республики по качеству, Айсулу, скажите, это, я так понял, вы даете некий значок, это вот наподобие значка соответствия, европейского соответствия есть? Или вот в советское время был знак качества такой? Да. Вот что им в итоге это даст? После решения правительства, распоряжение правительства Кыргызской Республики выходит распоряжение. Данное предприятие стало лауреатом, дипломантом. То есть лауреаты и дипломанты могут использовать в течение 3 лет эмблема САПАТ, это утвержден нашим членам Совета, знак качества, премии качества Кыргызской Республики. Они могут использовать в средствах массовой информации, в своих этикетках использовать. На своей продукции. На свою продукцию, в рекламных целях, что они имеют знак качества именно от правительства Кыргызской Республики. Да. И в завершении такой вопрос, Болот Асанович, скажите, что нужно еще для того, чтобы стимулировать, по-вашему, еще большее участие наших предпринимателей, нашего бизнеса? Это очень хороший вопрос, над этим вот наша команда сейчас работает, занимаемся. Кроме пиар, мы должны сейчас, идут большие встречи тет-а-тет с различными бизнес-ассоциациями, и мы хотим им доказать, показать роль стандартов, роль вопросов качества. Почему? Потому что мы все хотим, вот, я имею в виду наши производители, они хотят экспортировать свои продукты и получать большую прибыль. Да. Для того, чтобы выйти на другие рынки, надо соблюдать требования стандартов и таких документов. Без этого другой рынок нас не пустит. Они просто закроют. Вот, например, что творится на Wildberries, да? Это marketplace, там они написали, что они признают только российский сертификат. И это говорит о том, что они нарушают договор ЕАЭС. У нас единая таможенная территория, единый экономический союз. Вот, чтобы таких вопросов не было, мы должны проводить разъяснительные работы. Разъяснительные. Ну, еще одно направление, Джолдош, мы сейчас очень активно работаем, цифровизация наших услуг. То есть мы хотим все перевести на цифры, чтобы любой
А наш потребитель, который находится там, я не знаю, в Алае или в Атбашах, или там где-то в другом регионе нашей республики, они могли получить наши услуги. Да. Ну, испытание трудно, почему? Потому что мы должны образец принести, и там образец сжечь, там в кислотах там топить и так далее. Там, это обязательно надо делать. Но Такие процедуры, есть услуги, есть информация, которую можно получить в режиме реального времени, то есть на цифрах. Вот эта работа тоже большая работа идет, продвигается. Я думаю, очень скоро мы покажем определенные результаты. Спасибо за ваши ответы. Еще раз напомним, завершился прием заявок на соискание премии Кыргызской республики по качеству, установленной постановлением Кабинета министров в конце прошлого года. Напомним, дедлайн был 1 сентября этого года. Премии будут присуждаться раз в 2 года по следующим номинациям: производство продукции производственного назначения и товаров народного потребления, производство продовольствия и сельхозпродукции и, конечно же, услуги. Более подробно об этом конкурсе нам рассказали Болот Нурматов, директор Кыргызстандарта, и Айсулу Сыргабекова, заведующий отделом каталогизации и классификации систем менеджмента. Мы благодарим наших гостей. Оставайтесь на канале Алато 24, увидимся.